Российские аэродромы атакованы. Обвинение Орбана в сторону Польши и странный поток просителей убежища в РФ. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Президент Украины говорит о приоритетах украинских командиров. Кожен командир має пам'ятати люди, невитратний матеріал. Китайский визит Кулебы оказался бесполезным или почему доволен Лавров? Россия спекулировала на своей близости с Китаем и говорила о том, что, смотрите, мы не одни. Мечты белорусских пропагандистов об освобождении от санкций. Все, только такие условия. Если вы хотите торговаться, то торговаться тотально. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже. Так вы можете нас поддержать. Поехали. Украинские беспилотники поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме Оленье в Мурманской области России. Для этого им пришлось преодолеть почти 2000 километров. Кроме того, взрывы звучали в Рязани, там военный аэродром Дягилево и нефтеперерабатывающий завод. О том, что это беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщают источники издания «Украинская правда». В Дягилево, к слову, находится еще и авиаремонтный завод, а на аэродроме теоретически стоят стратегические бомбардировщики Ту и заправщик Ил-78. О повреждениях тут информация официальной пока не публикуется. Источники другого украинского медиа ВГУР, РБК Украина, утверждают, что, цитирую, 21 июля на территории акционерного общества Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов, населенный пункт Томилино, Московская область, в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и К-226. Конец цитаты. А 24 июля тоже на российском аэродроме в Самаре еще один вертолет Ми-28. К тому же под Волгоградом упал еще один российский самолет, бомбардировщик Су-34. Минобороны пишет, что якобы во время учебно-тренировочного полета что-то произошло, экипаж катапультировался. Владимир Зеленский обратился к командирам подразделений, обороняющих страну. Говорит, к людям нужно относиться как к людям. Кожен командир має пам'ятати люди, невитратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння – важлива цінність для нашої держави. Кроме того, Зеленский анонсировал присвоение воинских званий всем медикам, независимо от того, проходили ли они обучение на военной кафедре. Виктор Орбан обвиняет польское правительство в лицемерии. Заявление прозвучало во время выступления перед румынскими венграми. Поляки проводят самую жесткую и незаконную политику в Европе. Они читают нам моральные нотации, критикуют нас за отношения с россиянами, но при этом сами косвенно покупают у них газ. Официальной реакции Польши пока не последовало. Видимо, для сравнения, Орбан представил свою политику, которую, по его словам, не понимают в мире, поэтому и критикуют. Еще пообещал поддерживать венгров за пределами Венгрии и о демографическом расширении там, где они живут. Кроме того, Виктор Орбан фактически обвинил США в подрыве северных потоков, сказав, что взрывы были организованы под американским руководством. Российское судно подозревают в нарушении финской границы. Об этом пишет финское Минобороны, указывая, что речь идет о научно-исследовательском судне «Михаил Казанский», которое прошло 1,2 морских мили, это более 2 километров в финских территориальных водах. Патрульная служба пыталась выйти с судном на связь, но там не отвечали. Но это не единственное нарушение границ российскими формированиями. Румынские власти после нарушения границы российским беспилотником «Камикадзе» заявили, что не могут сбивать российские БПЛА на подлете, потому что тогда они открывают огонь как бы по территории Украины. Премьер-министр страны говорит, что дроны, в общем, не опасны. Но Россия продолжает тестировать реакцию стран Альянса, которая пока не очень радикальна.
Согласно информации в открытых источниках, по беспилотникам работали ЗСУ «Гепард» вооруженных сил Румынии. Поэтому, по всей видимости, ответная реакция все-таки была. И выдвигать претензии как раз в адрес Румынии я бы не стал, и я объясню почему. Румыния единственная страна, которая заявила, речь идет о сопредельной стране с Украиной, которая не просто заявила, но практически передала украинской стороне ЗРК «Патриот» для уничтожения как раз аэродинамических и аэробаллистических целей. То есть румынская сторона практически подошла к данному вопросу, предоставив Украине возможность уничтожения подобных целей над территории самой Украины, без, соответственно, возможности эскалации конфликта с Российской Федерацией. А что касается дальнейших действий Российской Федерации, как вы справедливо заметили, это идет тестирование. Тестирование как самой системы ПВО стран НАТО, так и, соответственно, тактико-технических характеристик российских беспилотников в моменте противодействия данным системам. За сутки 2 людей попросили убежища в РФ. Сначала латвийский блогер приплыл вместе с 5-летней дочерью на плоту и попросил убежища. Объясняет свой странный поступок Станислав Букайнс тем, что из-за его работы в Латвии ему угрожают уголовным преследованием за поездку в Россию и могут даже, как он думает, обвинить в шпионаже. Второй случай произошел позже. Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиани попросил убежища в РФ после начала Олимпиады в Париже. Мотивация странная, изложил он ее в соцсети X, говорит, Макрон унижает Францию. Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого ***ового шоу. Сергей Лавров после встречи с китайским коллегой заявил, что Россия достигнет военных целей в Украине. В этом, мол, нет никаких сомнений, говорит главный российский дипломат. Интересно, что разговор на саммите в Лаосе, после которого Лавров и вышел такой заряженный на позитив, состоялся всего через несколько дней после визита украинского министра иностранных дел в Пекин, где вроде как неплохо поговорили и много о чем даже договорились. Россия спекулировала на своей близости с Китаем и говорила о том, что, смотрите, мы не одни. Возле нас есть другие страны, которые так или иначе разделяют наши обеспокоенности и тому подобное. Вот для того, чтобы не было вот этой ретрансляции искривленной, потому что Российская Федерация заинтересована только в одном, она заинтересована в уничтожении правил игры на глобальном политическом рынке, заинтересована в уничтожении международного права, окончательном уничтожении международного права. Естественно, в этом не заинтересован ни Китай, ни любая другая страна, даже та, которая занимает сегодня нейтральную позицию по отношению к конфликту в Восточной Европе, в Украине. И вот прямая коммуникация как раз-таки позволяет сделать 3 вещи, на мой взгляд, очень важные. Первое – объяснить природу войны и природу российского режима, то есть почему нынешний российский режим не дееспособен с точки зрения там, каких-то переговорных процессов или каких-то процессов по урегулированию или каких-то процессов по возврату к действенности международного права. Второе, безусловно, необходимо все-таки пояснить нашим визави, нашим партнерам потенциальным из стран нейтрального пояса, из стран глобального юга, что отсутствие глобальных правил, оно вредит их интересам тоже. Ну и третья составляющая, это, конечно же, еще раз необходимо объяснить, что просто формально подходить, например, к дипломатическому регулированию конфликта подобной интенсивности, это не значит, что вы подходите к решению самого конфликта. На этой же встрече в Лаосе присутствовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Издание Reuters пишет, что госсекретарь предупредил о последствиях в случае поддержки Китаем российского оборонно-промышленного комплекса, но в ответ от Ван И никаких заверений не получил. К тому же напомнил про Тайвань и Филиппины. Мы с нетерпением ждем обсуждения всей работы, которую мы делаем для улучшения жизни наших людей. По мере утверждения повестки дня мы также должны работать слаженно, чтобы выработать концепцию общего видения, будь то незаконное вторжение России в Украину, наличие у КНДР ядерного оружия и программы разработки баллистических ракет, продолжающийся и ужасный кризис в Бирме или эскалации незаконные действия КНР против Филиппин в Южно-Китайском море за последние несколько месяцев. Белорусские пропагандисты предлагают обменять немецкого медика, которого приговорили к смертной казни в стране, на все санкции против Беларуси. Почему нет? Единственное, на что мы можем променять этого
бандита, это на то, чтобы все санкции, введенные после 2020 года, были сняты. И Беларуси за эти 4 года санкций была выплачена соответствующая компенсация. Экономисты должны подсчитать. Вот репарации, они там кричат с Россией. Я хочу сказать, репарации обязаны выплачивать на Западе, Беларуси, за ту гибридную войну, которую они против нас развязали в 2020 году. И вот эти столько лет через санкции, закрытие границ до сих пор проводят. Все, только такие условия. Если вы хотите торговаться, то торговаться тотально. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте так делать и дальше. Также продолжайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если вдруг вы этого еще не сделали. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.